Итак, ассаламу алейкум, хайрлы кеш, кадірлі достар. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня на канале Татполит я, Руслан Айсин. И будем говорить об таком важном событии, которое, с одной стороны, конечно, стало сенсационным, но с другой стороны, оно является частью большой стратегии. Есть такая организация, называется «Православные татары», возглавляет ее некто Динара Бухарова. Я извиняюсь. Это не татары Кряшины, это те самые якобы православные новокрещенные татары, которые, естественно, курируются определенными спецслужбами. А, Она взяла интервью у Гиркина, у того самого военного преступника известного, и, значит, там договорились до того, что, дескать, татары раньше были христианами, православными, и вообще это булгары, и все такое, и тому подобное. Очень много вранья, лжи, дезинформации и всего остального. Но задача была просто накидать, что называется, некую кучу дезинформации для того, чтобы просто внести сумятицу и каким-то образом дезорганизовать татар. Это, в общем-то, идея не нова. У самой этой Динары рыльца не просто в пушку, там просто, так сказать, растет такая серьезная шевелюра. Ее супруг является офицером ФСБ, который занимается тем, что вербует людей, татар, и они везде прогоняют тему необходимости того, чтобы татары там переходили в православие, или же они прокачивают тему того, что, дескать, татары, мусульмане всячески притесняют христиан, православных, кряшинов. Ну, а к кряшинам они никакого отношения не имеют, с кряшинами у них тоже терки, а здесь, ну, сугубо такой лубянский проект. Но самое интересное, что до этого известного интервью я уже говорил о том, что какая-то фактологическая, историческая, а, концептуальная ценность этого интервью абсолютно нулевая. А иной вопрос, какой эффект оно создало, и на это, в общем-то, и было рассчитано. Так вот, до этого с ним сделал интервью Рустам Ямалеев, который возглавляет штаб татар Москвы. Сейчас это называется Национальный конгресс татар. Они перестроились. Я этого человека хорошо знаю, уже об этом я много раз говорил, но естественно, после этого интервью многое стало на свои места. То есть господин Ямалеев, который проводит массу мероприятий в Москве, в регионах и позиционирует себя как альтернативу Всемирному конгрессу татар. В данном случае они сейчас друг друга, конечно, стоят. Но Ямалеев одно время так занял очень такую интересную нишу, альтернативную. Он критиковал Конгресс татар, что, дескать, они занимаются сугубо вопросами сабантуев, о которых мы с вами говорили два стрима назад, и что необходимо заниматься поиском новых форм, интеллектуализмом и, в общем-то, понимать, что и как происходит, и поднимали они тему языка, и нас приглашали всячески, и, в общем-то, так достаточно жестко и радикально. Ну, потом стало понятно, что это в какой-то степени попытка Ямалиева и тех людей, которые за ним стоят, наработать необходимый политический и общественный капитал, завоевать авторитет. В какой-то степени он этого добился, конечно, в Москве, на, в самом центре Москвы. Сейчас пытаюсь перебрать, вспомнить, как это называется, не Кузнецкий мост, где они собираются. Ну, в общем, в таком знаковом месте. Он проводит многочисленные мероприятия, кормит там, кого только не приглашают. Ну и в какой-то момент они стали делать крен в сторону такого вот ура-патриотического, риторического, значит, месседжа. Ну, там не все на это обращали внимание, дескать, сам Бабай, в общем-то, небольшого ума, дескать, ну, делает сам не понимая, что.
Однако делал он все понимающе, потому как он сам мне говорил о том, что один из его сыновей работает то ли в прокуратуре, я уж сейчас не помню, а дочь работает в Следственном комитете. Ну, в общем, он связан достаточно плотно с силовыми структурами. И, дескать, вот если кто обидит, то он может дать хороший ответ. Но и это еще не все. Дело в том, что у него есть серьезный конфликт с руководителем автономии татар города Москвы Фаритом Фарисовичем Фарисовым. Да. 3 буквы F. Если вы знаете, то некоторое время назад я делал небольшой шортс, ну, правда, на канале «Поистине», где, в общем, сравнивал португальскую диктатуру Салазара с путинской диктатурой. Значит, диктатура Салазара в Португалии, которая правила с 20-х по конец 60-х, да и начало 70-х годов, до революции гвоздик, опиралась идеологически на 3 буквы F. Ну, вот здесь то же самое, 3 F. Первая F, которая символизировала духовность, это Фатима. Ну, это местечко, городок, понятно название, там раньше были мусульмане, где якобы явилась Дева Мария, и Салазар раскрутил эту тему, туда паломники бурным потоком идут. Это символизирует духовность. Вторая F символизирует народность, это футбол. Португальский футбол, понятно, еще до Криштиану Роналду там и Себио был, и все такое. И третья F это фаду, так называемая, это народный танец португальский, значит, вот такой типа фламенко, да, и грусть, и страсть, и все остальное. Путинская система, я проводил параллели, держится на 3 букв П. Пофигизм, пьянство и путинизм, соответственно. Ну, это небольшое лирическое отступление. Значит, смотрите, что происходит. Так вот, у господина Фарисова, который, кстати говоря, выходец из Казани, в то время как Гемалеев из Нижнекамска, третьего по значимости и численности города в Татарстане, но он из номенклатурной семьи, и если будет время, мы об этом чуть-чуть расскажем. Так вот, Ямалеев заказал, судя по всему, Фарисова, и у того стали отбирать татарский дом Асадулаева. Вы знаете, в Москве есть дом Асадулаева в свое время, переданный крупным промышленникам, азербайджанцам, еще до революции, татарское мусульманское общение, там же располагается историческая мечеть, вот, и на Новослободской, вот там недалеко. И там, значит, нашли какие-то нарушения, причем они такие очень невнятные, потому что во время войны дом Асадулаева использовался как госпиталь, его переделывали, и вот якобы, значит, переделали тогда, в документах это не значится, и вот начали качать. А все почему? Потому что это Динара Бухарова, которая говорит, что она нижегородская татарка, но ни один нижегородский татарин это не подтвердил. Она говорит, что она из деревни Сафаджай. Это большая деревня, очень религиозная. Ни один сафаджаевец не подтвердил, сказал, что он ее не знает. Ну, я уже много раз говорил, что у меня отец из нижегородских мишар, поэтому таких людей там нет. И, в общем-то, сами нижегородские татары подтверждают и разводят руками, говорят, что она не из нас. Ну, это понятно, одна из легендирований, да, таких, что вот она якобы оттуда. Ну, судя по всему, и муж ее научил, кадровый офицер ФСБ. Так вот, они начали настаивать на том, что в татарском доме Асадулаева необходимо проводить выставки православные, рождественские вечера и все остальное. И навязывать это очень таким административным, силовым и скандальным образом. Когда им сказали, что ну, мы так или иначе проводим там мероприятия Кряшинов, там Петрау, Бейраме и прочие, Раштуа Бейраме, ну, Рождество, собственно говоря. Они подняли бучу, сказали, что нет, они не согласны, потому что
огромное количество татар являются православными, но с чего-то они взяли. И, в общем-то, начали давить. Все это вылилось вот в эти проверки. Потом, когда скандал удалось каким-то образом утихомирить, они провели это свое мероприятие, куда позвали небезызвестного Силантьева, этого, знаете, борца с исламом, да, этого провокатора, тоже офицера определенных соответствующих спецслужб, значит, одного из ректоров Казанской духовной семинарии, который недавно, если я не ошибаюсь, скончался, и провели где-то то ли на Каширке в Москве, то ли в каком-то другом заведении, православном мероприятии, где, естественно, начали обрушиваться с критикой, что это татаро-исламисты там, значит, притесняют православное большинство в России матушки и все остальное. Ну, естественно, власть стала на их сторону, что, в общем-то, понятно и естественно. Так вот, для чего я привел эти примеры. Эти люди, они, как вы поняли, действуют не автономно. У них есть ресурсы, средства, поддержка. Они очень нагло себя ведут и говорят и заявляют о том, что татары вообще случайно стали мусульманами, и, дескать, огромное количество татар становится православными. Хотя вот здесь вот в чате до начала нашего эфира я прочитал, один из наших подписчиков написал, что он сам из семьи Кряшинов, и они принимают ислам, и много очень таких людей. Я сам знаю несколько Кряшинов, которые пришли и возвратились в ислам. Мы говорим, возвратились, кир кайтылар, исламга кайтылар. И, в общем-то, этот процесс действительно идет очень сильный, очень мощный, и его не остановить. И, конечно, у лубянских этих прозелитистов, как у нас говорят, шляры пыша, они очень сильно беспокоятся и вбрасывают вот такого рода провокации. Идея-то какая? Идея, прежде всего, заключена в том, чтобы лишить татар их духовной основы. Я, и не только я, и все авторитетные ученые, которые занимались и занимаются вопросами татарской истории, едины во мнении, что татары сохранились, и татары сформировались, и татары смогли проявить себя в истории только благодаря, исключительно благодаря исламу. Нравится это кому-то или нет, но это так. Даже в самые такие экстремистские, экстремальные годы советской атеистической власти ученые вынуждены были признавать, что именно ислам принес просвещение, литературу, образование, аспекты, которые помогли татарам политически и культурно организоваться и объединиться. Здесь никакого другого мнения авторитетного быть не может. Конечно, такого рода псевдоэксперты и псевдообщественники могут говорить все, что угодно, но есть незыблемые, твердые как гранит факты исторические и научные, которые они не могут сломать. Поэтому, естественно, они сейчас идут следующим путем. Запретили язык, запретили школы, лишили Татарстан политической субъектности. И следующее, самое главное, они хотят татар отринуть от ислама. Они хотят туда вот свою грязную руку запихать, начать там ковыряться. Ну, понятно, большая часть муфтиев так или иначе встроены в путинскую вертикаль, служат этой системе. Но этого недостаточно, этого недостаточно. Поэтому вот они сейчас будут давить и будут действовать, я могу вам сказать, как действовал в свое время Ильминский. Это известный деятель эпохи второй половины XIX века, который открыто писал о необходимости христианизации татар, кряшинов и перевода их на соответствующую латиницу, введения русского языка в систему образования, потому как, говорил он, это обязательно приведет к их русификации. Ну вот есть неплохая книжка, ну, Алексей Миллер, известный этнограф, он пишет следующее. Запрет на латиницу в отношении литовского языка также был направлен не на ассимиляцию, но на оккультуризацию в Российской империи.
Цель состояла не в том, чтобы сделать литовцев русскими, но в том, чтобы максимально дистанцировать их от мятежных поляков. Подобная политика применялась не только на западных окраинах. В 1758 году в Волжско-Камском регионе массовые переходы кряшин в ислам вызвали к жизни систему, разработанную известным миссионером и востоковедом Ильминским к 1862 году, да, 160 лет назад. Он подготовил для кряшин перевод на татарский букваря и молитвенника, при этом был использован кириллический алфавит. Этот же принцип перевода религиозной литературы на местные языки с кириллическим письмом был применен Ильминским в отношении ряда народов Поволжья, а также башкир и казахов. Новые слова, которых не хватало в местных языках, заимствовались из русского. Здесь нужно отметить два обстоятельства. Ильминский еще в начале 50-х годов отдавал приоритет миссионерской деятельности над языковой русификацией. Планировал разработку письменности для ряда местных языков с использованием арабской графики. Только под влиянием более опытного востоковеда Григорьева, который убедил его в существовании угрозы распространения татарского влияния, а с ним идей исламизма и пантюркизма, на соседние народы. Ильминский остановил свой выбор на кириллице. Да? И там же приводится пример, как они писали записки соответствующие, что татары могут исламизировать и татаризировать огромное пространство в Поволжье и дальше в сторону Урала и Юга, соответственно, так же, как и поляки, и поэтому нужно всячески создавать препоны и барьеры. То есть то, что мы сейчас видим, это продолжение политики Ильминского. Он далее писал о том, что надо переводить их на русский язык, что нужно вводить кириллическую графику и все остальное, и всему подобное. И они сами постепенно станут нашими подданными, говорил он. Да? То есть здесь мы видим, идет та же самая целенаправленная политика. Потому что ведь они понимают, что ислам стоит на страже и русификации, и манкуртизации, и раболепия перед этими путинскими халуями. Да? Вот дальше, смотрите, есть момент. Ильминский, значит, под влиянием Григорьева осознает рост влияния татарских элит и ислама в Поволжье и Проуралье как серьезный вызов русскому проекту национального строительства, как альтернативный проект исламско-татарской общности. Да, и вот, значит, теперь татары видятся как источник угрозы. Да? Считая и не без основания, что русско-православный ассимиляторский проект на данный момент слабее татарско-исламского. Ильминский и его последователи прибегают к тактике поддержки отдельных, особых этнических идентичностей народов Поволжья и Приуралья, разрабатывают для каждого из них собственную письменность. Даже сохранение ими языческих верований в этом контексте выступает как предпочтительный вариант по сравнению с возможной исламизацией. То есть они поддерживают языческие культы отдельных народов для того, чтобы противопоставить их возможной ассимиляции. Они даже идут на это, даже не христианизируя их. Главное, чтобы они не подпали под влияние ислама. Так что, смотрите, там дальше тоже есть интересные аспекты. Если позволите, я все-таки их зачитаю, чтобы не быть голословными. Да? То же самое касается чувашей. Вот, значит, пишет Чувашин. Мне кажется, что обрусение или слияние чуваш с русским народом может быть достигнуто только трояким путем. Первый и самый главный – это через усвоение ими православия. Конечно, небезызвестно всякому, какое значение имеет в глазах наших простолюдинов различие веры. Второе – путем брачных союзов. И третье – через усвоение русского языка чувашами.
Пишет в 1870 году студент Казанского университета Чуваш Яковлев в докладной записке попечителю Казанского учебного округа Шестакову. Совершенно очевидно, да, что у Яковлева нет ни малейшего сомнения в том, что не только усвоение языка и веры, но и брачные союзы чувашей с русскими не могут вызвать у его адресата никаких возражений. А Яковлев – это, значит, один из составителей алфавита. К чему я это все привел? Привел к тому, что через такие вещи происходит ассимиляторская политика. Вот смотрите, когда здесь Миллер хорошо объясняет, как поддерживали сначала переход от арабской графики на латиницу, и дальше от латиницы к кириллице. И дальше прямо говорит, что они считали, и большевики тоже вначале считали, что кириллица является фактором воздействия православных и монархических идей. Поэтому надо переводить на латиницу. Поэтому сначала перевели на латиницу, потому что боялись, что церковь будет воздействовать через кириллицу. А потом уже, когда разобрались и с церковью, Сталин, когда разобрался, через воинствующий атеизм, всех перевели на кириллический алфавит. Не перевели только, как вы знаете, армян и грузин. Всех остальных перевели. И в этом смысле за короткий период, за одно поколение, эти народы лишились возможности хорошо понимать, читать, осваивать те фонды литературные, книжные, которые были в каждом доме татарском. В каждом. У нас вот такие вот тома были, написанные на Иске и млада, как говорили, на старой графике, да, арабской вязью. То есть уже получалось, что следующее поколение, если их дома не обучали, они уже не могли приобщиться. А это, естественно, очень важнейший фактор исламского, культурного, духовного пространства. Дальше, как мы видим, они пошли еще более жестко. Вообще отменили сейчас родные языки, школы, ну и сейчас взялись за ислам. Ислам они и так всяким административным и силовым образом давит, как известно, запрещают мечети, строительство, которые есть, могут закрыть или каким-то образом исламских, мусульманских деятелей, активистов, которые не вписываются в паттерны путинской системы, принудить, закрыть, убить. Ну, этих случаев очень много. Рассказывать, я думаю, смысла нет. Но надо ведь отчетливо понимать, что на это у нас должен быть свой контратвет. Но этого контратвета я не вижу со стороны Татарстана. Это ведь не бросить вызов Путину. Ведь можно же дать ответ нормальный, полноценный. Ведь можно сказать, что мы, татары, 95% татар это мусульмане, ну пусть и формально, что на этом стоит и зиждется наша духовная основа, что такие провокаторы, как Гиркин и прочие, не должны сувать свой нос куда не надо. Вот он за русский мир отвечает, пускай там копошится, пока не попадет на скамью подсудимого в Гааге. Нет, он взялся за татарский мир. Вот историк начал учить и начал говорить, как оно на самом деле было. Понимаете, то есть все, что было до него, оно, оказывается, не имеет значения. Пришел Гиркин и стал рассказывать. А всякие лопоухие, ну, понятно, с Динарой этой Бухаровой, но товарищ Емалеев, он просто сидел, как и Винни-Пух, с открытым ртом, а этот туда ему в этот рот закидывал все, что он хотел, я имею в виду Гиркин. Я даже не смог досмотреть. Это просто не беседа, это избиение этого Винни-Пуха со стороны Гиркина. Это вот такой сознательно показанный маскаллак, вот это вот ничтожное положение, в которое олицетворяет этот товарищ Емалеев. Маленький, квадратный, не по-татарски, не по-русски толком говорить, не умеющий, да, имеющий определенные связи
и финансовый ресурс. Раз уж о нем зашла речь, то давайте еще несколько штрихов к его биографии. Анарсон Срауларгазга Барбжитарвис. Перейдем к вопросам. Так вот, он был в свое время чемоданоносцем первого секретаря татарского обкома Фикрята Табеева. Фикрят Табеев человек, ну, такой достаточно влиятельный, он был членом Политбюро, был послом Советского Союза в Афганистане, в Москве, так очень котировался. Этот человек, который в 80-х годах вообще настаивал на том, чтобы татарский убрать. Сам татарин. Хотя он из касимовских татар, и вы знаете, что некоторая часть касимовских татар, касимовских мурс в XVI веке активно участвовала в крушении, завоевании Казанского ханства на стороне Ивана Грозного. И, видимо, вот этот вот сатлык-жанлык, вот это вот менталитет предателя в нем сидел. Он выступал против татарского языка, всячески старался подавлять татарскую интеллигенцию. Я уж не говорю про ислам. Там, естественно, сразу жесткий, тотальный канцелинг был. Так вот, Ямалиев, как он сам рассказывал, когда Фикрят Табеев был забран в Москву и стал большим чиновником, а после крушения уже Советского Союза занимался какими-то бизнес-делами лоббистскими, у него был офис, это вот недалеко от Кремля, практически на Старой площади, где находится администрация президента, сидит, и вы знаете, что так и говорят на Старой площади, да, имея в виду администрация президента. Там было здание, оно сейчас то ли снесено, сейчас не знаю. По крайней мере, последний раз, когда я видел, там оно все в лесах было, застраивалось. Значит, он там устраивал какие-то посиделки. Фикрят Табеев раз в неделю собирал людей, выходцев из Татарстана, представителей элит, и в том числе всевозможных силовиков. Он их собирал там, значит, как-то что-то, в общем, ну, занимался и лоббистской деятельностью и так далее. И он поручил и господину Ямалиеву, чтобы тот занимался организацией молодежи татарской. Он собирал татарскую молодежь, ну и там же, естественно, на подхвате с этими силовиками и взаимодействовал. Ну и потом, после того, как Фикрят Табеев отошел от дел, огромное его наследство и финансовое, у него было очень много ресурсов, строительный бизнес и так далее. Видимо, каким-то образом отошли господину Ямалееву, и у того на руках оказалось достаточно большое, ну, как большое, по московским меркам небольшое, но приличное количество денег и ресурсов для того, чтобы вот заниматься той деятельностью, которой он занимается сейчас. И вот тогда у него, видимо, произошла та самая смычка с московским силовым ресурсом, и дальше он себя искал, потому что он всю жизнь был на вторых, даже на третьих ролях, он просто как бы это не звучало фамильярно, но был парнем на побегушках, чемодан таскал за Табеевым, организовал какие-то мероприятия. Потом понял, что он может пробиться. Как? Ну, своей настырностью, своим вот этим вот бялишевским, чакчаковским сладколюбием, так, всем угодить, майлап, джайлап и так далее. Плюс ко всему деньги. И он пошел в это. Да, он не вписывался, потому что его никто серьезно не принимал, но он шел достаточно дерзновенно и системно, но его сзади прикрывали, конечно, те люди, на которых он сейчас опирается. И постепенно стало просвечивать, что он, возможно, готовился для того, чтобы стать неким центром влияния в Москве татар. Ну, там много такого рода, которых Москва специально организовывала против татар, специально там собирала в свое время в начале 2000-х годов известных татар, там генералов, врачей, профессоров, депутатов, и поручала им всевозможные
действия против Татарстана и татарского народа. Ну, так называемые служилые татары, например, они, вот я помню это хорошо и отчетливо, выступили против латиницы, чтобы Татарстан переходил на латиницу, и, значит, они писали обращения, писали статьи, что, дескать, Татарстан сам не знает, что творит, а вот мы, татары московские, знаменитые, именитые татары, выступаем против этого. Но это уже старики, да, там каждый был себе и свадебный генерал, и реальный генерал, и, в общем, их было достаточно тяжело собирать, ну и молодежь особо на них не обращала внимания, в общем-то, и старая команда тоже стала постепенно сходить на нет с исторической политической сцены. Поэтому было решено сделать ставку на Ямалеев. Он, видимо, доказал свою значимость. Ведь и Шах Али, известный предатель, который вынужден был услужливать и прислуживать Ивану Грозному, и которому был обещан казанский трон, тоже был маленький, неказистый, некрасивый, даже с какими-то дефектами физическими. Его никто всерьез не воспринимал, хотя он был знатного достаточно происхождения. Его несколько раз гнали с Казанского престола, его Москва сажала, его выгоняли оттуда. Последний раз вот в 1951 году, 1551 году, за год для взятия Казани, когда он казнил несколько сот видных мурс, военачальников, он сознательно испортил пушки, забрал пищали и порох в Нижний Новгород, в Свияжск. Вот, то есть он фактически прямо участвовал в том, чтобы оборона Казанского ханства не выдержала. Ну так и получилось. То есть он забрал с собой еще, увел несколько, там, 89, по-моему, мурс, а потом и их там казнили. Вот, все пушки, как я уже сказал, поломали, порох забрали, естественно, план города, что, как, слабые места, все это было забрано. Эти люди, Ямалеев, это люди такого же порядка, ну, конечно, и статусом, и знатью не такого высокого калибра и пошива, но все-таки идея и мысль такая же. Идея и мысль такая же. Завтра скажут, давайте поставим портрет Путина и будем на него молиться, они будут молиться. А перед выборами Путина, это был какой же год? Когда у нас Путин избрался? В 18-м, да, году? Он сказал, громогласно заявил, что мы оттуда показал, получили разрешение, чтобы поддержать Владимира Путина. То есть, представляете, человек говорит, надо брать разрешение, чтобы еще и поддержать Путина. Вот какое халуйство сидит в этих людях, к сожалению. К сожалению, это так. И вот эта смычка, Гиркин, который просто ненавидит всех, просто украинцев, татар, мусульман. И до чего нужно докатиться, чтобы с этим человеком выстраивать союз? С ним рядом нельзя находиться, с этим человеком. От него смрад идет. Но для этих людей, видимо, нету принципа падения до дна. Так, давайте вопросы. Исайнус Руслан Салмасас. После таких разговоров Гиркин с Динарой в Кремле точно планируют христианизировать татар. Как будут действовать? Конечно, всех татар они христианизировать не могут, и вряд ли такая задача у них стоит конкретно, как я уже сказал. Это невозможно. Мамкинтуге. Наши предки, чтобы не христианизироваться, вынуждены были хиджру, да, хиджрят каларга, умирали, пали шахидами. Много таких случаев в истории. Много очень, и много книг написано. Зелеха, драма Садашума, Мисал, Шума Далиль, да. Почитайте драму Зулихи. Не вот то, что написала Яхина, это просто, так сказать, поклеп на татарскую историю, а то, что было в действительности. Топили, убивали, членили. Я уже рассказывал, как топили в проруби
просто вырубали, значит, вырубали во льду специальную, так сказать, отверстие и топили там. Отказывались люди, видели, что их друзья, соседи умирают и отказывались, потому что пасть шахидом– это самая высшая ценность в исламе. Вот. Они что пытаются сделать? Они пытаются пробросить. Они вот через такие вещи пытаются внести сумятицу. Да? Не дай бог, чтобы татары не шли в ислам. Да, пускай они там что хотят делают, не обязательно, чтобы они христианизировались, не обязательно, потому что у них нет на это ресурсов и возможностей. Главное, чтобы они не шли в ислам, и главное, чтобы создавать внутри вот этот вот баланчелок, вот эту вот сумятицу, замятицу, всячески делать такие заявления, что татары притесняют православных, что вот татары, если дать им немножко возможности, они тут же превратят все в какой-то Ваххабитостан, в Талибан, Афганистан, вот это вот постоянно. Там еще есть один дружок их, Раис Сулейманов, тоже я его неплохо знаю. Он же тоже писал такие писульки, что в лесах Татарстана 6 тысяч вооруженных ваххабитов. Да, в лесах Татарстана, в горах Татарстана он писал. Я не знаю, где горы в Татарстане, самая высокая точка Чатар-Тау, это, по-моему, 426 метров. Это максимальная точка в Татарстане. Ну, над ним даже посмеивались сами эти имперцы-ГБшники. Но они делали свое дело. Им давали ресурсы, им давали площадки. Они писали и с этим товарищем из общества русской культуры писали очень много бреда, что ваххабиты, что, значит, притесняют русских, не дают, значит, русским развернуться, и необходимо запретить. Это с их подачи же запретили язык в 2017 году. Это специальная группа, присланная в Татарстан за несколько лет. Это все известно, причем открытых источниках можете порыться. Они из Самары, там, из Саратова, еще с каких-то мест. Вот. Они переехали в Татарстан, им дали такую возможность. Они создали группу, сообщество русскоязычных родителей, писали кляузы, что вот идет татаризация, что притесняет русский язык. И писали, писали, писали. И потом в конце Путин, когда выступал в Ешкарале в 2017 году на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным делам, приводил в качестве довода, что в Татарстане притесняют русский язык, вот эти вот писульки, которые курировались Лубянкой. То есть вот это вот спецоперация, абсолютно. Потом эти люди, большая часть, они переехали в другой национальный регион. То есть это вот такие, как у нас говорят, щеганнар, такие вот цыгане, которые, значит, занимаются вот такими провокациями. Туда поедут, сям поедут. Здесь примерно то же самое. Раскачать ситуацию. А ведь, помните, и в Ичкерии также было, они же также нагнетали, там ваххабитское подполье, ваххабиты, все, надо их стрелять, убивать. Потом они организовали вот эти взрывы в Москве, Волгодонске, Буйнакске, там на Каширском шоссе и так далее и тому подобное. Сами же организовали, и Путин пришел на этой волне в Кремль, как мы помним. Методология та же самая, та же самая. Поэтому здесь что от нас нужно? Нужно четко и ясно дать ответ этим людям. Если надо, мы готовы участвовать, провести специальную, так сказать, беседу, раздолбать их в пух и прах с исторической точки зрения, вывести их на чистую воду. Но пойдут ли они на это? Конечно, нет. У них задача совсем другая. У них задача не организовать академическую, нормальную дискуссию. А если мы поднимем волны христианизации, которые были, начиная с Ивана Грозного и сейчас, все это же исторически документировано. Если мы с фактами будем показывать, что происходило и что происходит сейчас, так они все ахнут, но они на это не пойдут, потому что они к этому не готовы. У них задача немножко другая.
Вот это вот спецслужбистская, чекистская проекция, провокация, давление, поднять шум, гам и все остальное. Если можно еще вопрос. Скорее всего, к этому они будут подключать Кряшин. После этого видео Кряшина это 100% пятой колонны РПЦ. Знаете, я про Кряшин говорил в предыдущих стримах, они их не поддерживают. Они их не поддерживают. Потому что у Кряшина сложилась определенная культура, свое бытование, своя хозяйственная жизнь. Они чувствуют себя достаточно комфортно в лоне татарского миллята. Татар милләте кысаларында, потому что они тоже часть татарского миллята. Но когда создавался проект Динар-Бухаровой и православных татар, они вошли в клинч. Потому что я ведь особо подчеркнул, если заметили, что это проект Лубянки. У Лубянки с РПЦ не всегда ровные отношения. РПЦ тоже не хочет тотально залезть под Лубянку. Они тоже хотят быть самостоятельным институтом, влиять на общественные, политические, культурные, государственную жизнь, политику. А Гивня их как бы из советских времен немножко нагибает. Поэтому они были не очень довольны, потому что это перетягивает с них центр влияния, и они выступили против Кряшина. Но была попытка со стороны вот этих вот Раисы Сулейманова и так называемого РИСИ, Российский институт стратегических исследований, который возглавляет генерал-лейтенант Решетников. Они пытались перед переписью 2010 года вычленить из состава Кряшинов отдельных экстремистов. Были такие 2-3 человека. Лупивохи там, все такое. Они их Кряшины после этого даже предали анафеме, естественно. Они вот раскачивали, что нам здесь не дают там Кряшинам жить, развернуться и все такое. Их всячески раскручивали, но они очень были слабыми, как я уже сказал, не вытягивали на роль таких вот попов-гапонов. И быстренько этот проект слился. Но они всячески его поддерживали. Попытка расколоть и вычленить Кряшинов, я опять-таки об этом говорил, была в 2002 году. Да, РПЦ его поддерживала, этот проект, но не получилось. Записались Кряшинами как отдельным этносом небольшое количество Кряшинов, остальные так и остались в составе татарской нации, хотя, как я уже говорил, нагайбаки, это православные татары-казаки в Челябинской области, ну, хорошо вам известные по населенному пункту Париж, они вышли, и я уже рассказывал, как им обещали, что так как они будут малочисленным народом до 50 тысяч, им дадут все необходимые привилегии, там есть специальный закон, вот там землю, там что-то такое, значит, какие-то отдельное финансирование. Но мы им сказали, что вас кинут. Так и получилось. Их бросили, поматросили. После этого они очень долго лили слезы девичьи. Ну, что сделано, то сделано. А Москве они уже не нужны. Их, естественно, никто не поддерживает в Москве. Как я уже сказал, они не особо нужны. Они говорят, да, выливайтесь в русский народ. Они говорят, ну как, у нас есть самобытность, и все, и язык, и, собственно, одеяние, и культура, и все остальное. Нет, тогда выживайте как хотите. Поэтому здесь попытка Кряшина использовать была, но она не увенчалась большим успехом, скажем так. Была в 2010 году, опять-таки не очень удачно, там Татарстан отбился. Я сам участвовал на их съезде Кряшинском, там отдельные подготовленные люди кричали, что, значит, без айрам-халак, мы отдельный народ, у нас свой язык, языка у них отдельного нет. Попытка была вот перевода их, то есть татарского языка на церковно-славянский, их литургию, да,
Но нет, они разговаривают также по-татарски, в общем-то, даже их литургия церковная, она во многом а, базируется на татарском, естественно, без учета многих арабских слов, но с персидскими словами. Как Гиркин и Москва хотят навязать татарам православие, да это как остановить? Рафис Кашапов, Рахмет Рафисович. Значит, во-первых, мы должны четко определить, я со многими людьми разговаривал, именитыми, нашими учеными в том числе, мы должны дать четкий ответ. Что такое татары? Кто такой татарин? В свое время я написал кодекс татарина, татар халкының яшеунамес, где, ну, я обещал выставить, выставлю, где четко там из более чем 20 пунктов мы прописали, что такое татарин, на чем он основывается. Говорили, что там, значит, верующий, ислам, язык, ну и так далее и тому подобное. В общем, достаточно понятные вещи. В этом смысле мы должны определить четкие структуры нашей самоидентификации. Татар кем ул беренче чиратта. Если мы это не определим, то, конечно, те, у кого слабое самосознание национальное, они будут подвержены влиянию вот этих вот горлопанов и провокаторов, потому что их же поддерживают. Их поддерживают, им дают ресурсы, им пудрят головы, им объясняют, что не все так однозначно. Вот смотрите, ведь татары тоже участвовали в строительстве российского государства и в завоевании Казанского ханства, и Сибирского, и Астраханского, и там тоже были татарские мурзы, и очень много татарских мурз, которые крестились, начиная от там Кутузова, заканчивая самым богатым до революционным деятелем, да, я имею в виду того самого графа Юсупова, который происходит от Бия Юсупа из Ногайского юрта, ну и так далее и тому подобное. Человек, конечно, который не подготовлен, который исторически, так сказать, плавает, он раз-раз молодой еще и начинает туда-сюда колебаться. А их задача в этом, поэтому они бьют по татарской науке, поэтому они запрещают историю. Ведь первым делом, перед тем, как запретили татарский язык, в 2005 году запретили региональный компонент в системе образования. Там был так называемый этнорегиональный компонент, где это треть общего от всех часов в учебной программе отводилось региональному компоненту. То есть регионы сами определяли. Там история края, или история республики, история народа, язык, там, значит, культура, там, традиции, значит, и все остальное. Они это убрали. И система стала подчиняться Москве абсолютно. То есть все учебные программы стали спускаться из Москвы. Ну, там оставляли 2 часа, там, история родного края. И то эти учебники потом нужно было согласовывать в Москве. Понятно, что они там все были так, как им нужно. Мы вообще видели учебники, где предлагаемые, рекомендуемые учебники, где описывалось, что татары-монголы настолько были свирепыми, что пленных людей даже сжигали на кострах. Вот, сжигали на кострах, там даже рисунок был такой, вертель. Вот, это, естественно, было сознательно, это ведь для школьников, это для школьников. Я понимаю, этот бред там пишет кто-нибудь Гирки, но это сознательно навязывалось школьникам. Поэтому вот здесь нам надо четко определить. Во-вторых, выстраивать свою контрпропаганду, больше интересоваться историей, крепить отношения. Да. Потому что история – это самый сильнейший элемент национального самосознания. И, конечно, четко отдавать себе отчет, что ислам является фундаментом и базисом духовной, политической жизни татарского народа. Нравится это кому-то или нет. Век секуляризации. Но это так. Потому что исламсыз, динсыз миллят булавный. Тем более вот сейчас. Тем более вот сейчас. Даже Франция, французы, которых считают одними из лидеров секуляризации, там католический элемент очень силен. Вы посмотрите, я уж не говорю про Соединенные Штаты, где есть либеральная часть, но протестантская, она
очень сильна. И, в общем-то, Соединенные Штаты и создали протестантские общины, которые бежали от Британии в 16-17 веках. И ислам сохранил нас, несмотря на притеснение, несмотря на волны христианизации, несмотря на то, что нас изгоняли с наших земель, несмотря на то, что нам запрещали практиковать ислам, разговаривать на своем языке и так далее. Но мы сохранились без бар, без исян. Неужто сейчас мы поддадимся на эти провокации, раз наши прославленные потомки под угрозой смерти, лишений не отказывались от самого главного? Неужто мы можем вот пойти на поводу у этих пигмеев политических? Сянус Руслан Эфенде, салмусыз пассионарность татар – это пассивность? Интересный момент, это, видимо, игра слов. Пассионарность, она присутствует. Она присутствует. Надо понимать прекрасно, что пассионарность понятие ввел Лев Николаевич Гумилев в своих трудах об этногенезе. И он говорит, что пассионарность, например, 2%, если в народе, в племени, в народности, то это мощный толчок. Тут они начинают просто таким ядерным грибом разрастаться и создавать такой иррадирующий фон. И он приводит много примеров. У тюрков, у арабов, когда пришел ислам, у италийцев, да, которые создали там Римскую империю, у отдельных арийских племен, ну и так далее. То есть это большие, небольшие племена, как он говорил, ну и они подвергаются некому воздействию, он там своеобразно все это толковал через космические какие-то дела, не суть важна. И они получают этот пассионарный толчок. И после этого вот эти люди, как говорил он, которые находятся в историческом забвении, они начинают колоссальные походы, научные открытия, они начинают создавать. То есть вот то, что называется энергия Ташаттра. Но когда 5-7% пассионарности, говорил он, тогда эта общность этническая, она не может с этим совладать. И тогда начинаются деструктивные процессы внутри этой общности. Они начинают подвергать деструкции, начинают воевать между собой, они, так сказать, крушат, ломают. То есть излишняя пассионарность, она тоже вредна. Но я верю, я убежден, что пассионарность есть. Но любая пассионарность требует политического, идеологического оформления. Должен быть политический проект. Потому что если вот, ну, знаете, есть дети непоседы, ягоза называются. Вот все он там бегает, крушит, что-то ломает. Ему надо дать какое-то дело. Там дают ему цветные карандаши, он начинает там активно что-то рисовать, малевать. Вот ему дают конкретное дело, конкретный проект. Очень много так. Если ты не дашь этот проект конкретный, ради чего, ради какой цели, как двигаться, тактически, стратегически, то этот человек из-за того, что у него внутри все разрывает, он, конечно, будет двигаться в хаотическом броуновском движении. Поэтому нужен проект политический. Саяси проект Балмаса, тогда Бетенсен Тармарител, да, он все крушит и ломает. Юрита теряюнная. Вот в этом смысле я думаю, что есть пассионарность. И сам факт того, что очень многие люди, и вы конкретно, которые участвуют, соучаствуют в нашем общем деле, они не безразличны к тому, что происходит, и к судьбе нашего народа, говорят о том, что пассионарность есть. Пассионарность не была бы, если бы ну, просто была тишь да благодать. Когда просто, вот как говорил тот же Гумилев, происходит гомеостаз, когда общность, которая проходит вот этот вот жизненный цикл, он отдавал 1200-1500 лет, начинает постепенное угасание. И народ, говорил он, или общность, она входит в состояние гомеостаза, то есть состояние единения с природой. То есть они как бы уже ни на что не способны, они просто тихо доживают где-то там в сельской местности, как бы ничего им не надо, вот живут, как бы вот в гармонии так называемой с природой, а на самом деле это просто тихое увядание, как старика где-нибудь, как Марлон Брандо в «Крестном отце», да, помните, он как умирает, сидит там в тени, в тенетах
виноградных, так сказать, ростков, вокруг бегает его там внук, и он сидит с ним играет, и потом постепенно падает, умирает. Вот этого надо, я думаю, избегать, но я вижу, что до этого нам еще далеко. Руслан, уже выяснили, что она не из Нижнего Новгорода. Ну, вот видите, ваши мы подтвердили, что это человек просто засланец. Просто засланец. Ей придумали какую-то легенду. Видимо, даже не нашли среди татар такого, кто готов пойти на такую гнусность. И фамилия у нее не Бухарова, это ФСБшный псевдоним, как у Стрелкова. Ну, вот, действительно. Руслан, что думаете о родителях татарах, говорящих с детьми на русском? Как привить детям родной язык, если даже дома нет ни на него гарантии, уж тем более в школе? Надо прививать, надо стараться говорить. Я понимаю, сейчас очень много татар не знают в силу объективных причин, ведь не все татары родились в Татарстане, 75% нет Татарстана, да, поэтому не было школ, нету литературы необходимой, нет той традиции, которая передавалась от поколения в поколение. Но сейчас очень много вариантов через интернет. Надо стараться самые простые фразовые глаголы, там кызым, улым, ну и так далее. То есть на фундаменте самых базовых вещей, хотя бы чтобы он вкусил вот это вот таменбельсен, да, чтобы он вот этого вкуса на кончике своего языка ощутил, чтобы вот это вот как от соприкосновения со сталью, да, вот такая леденящее ощущение было. Необходимо, да, уважение, любовь привить. Не обязательно, что, конечно, вряд ли родители там полноценно смогут дать ему этот язык, если сами полноценно не знают. Но привить уважение, любовь, махаббат, это можно. Можно любовь привить. Я много знаю случаев татар, которые там далеко там в самых таких манкуртских регионах или русских, да, у них пробуждалось это чувство, и они изучали язык. Я знаю даже одного татарина из Москвы, который стал писать стихи на татарском языке в виде такого в авангардном стиле, в стиле Хади Такташа, продолжая, видимо, его наследие, и добился значительных успехов, признаний, книги издают. То есть этот человек еще и мне говорил, син давай, синда тарджимейт шигарлярны, и он меня призывал, чтобы я писал стихи на татарском. Поэтому это можно, надо добиваться, надо приучать просто любовь, уважение. Вот с детства же приучают любить, там, уважать взрослых, да? С самого детства. И то же самое. Это на самом деле не так сложно. А дальше уже он сам сможет изучить, благо сейчас и через интернет, и все остальное можно. Надо заложить фундамент, это самое главное. Дин татарларда бетти кебек, ризамы юк, мин риза түгелмен. Татарда ислам бар, йолалар форматында гына түгел, намаз укучылар, исламга килүчеләр бихисап. Шуңа күрә ислам ул безнең яшәү нәмебез. Шуңа күрә бетте дип әйтеп булмый. Урысларда бетә, әйе, аларда правослау юк дигәндәй. Мәсәлән, сез мәчетләргә барып карагыз, җома вакытларында, яисә корбан, гаит бәйрәмнәрендә. Урын юк анда. Шыгрым кеше, шыгрым тулы. Шуңа күрә юк. Киресенчә, яңарыш чорын кичерәбез без хәзерге вакытта. Уважаемый Руслан, как татарам относиться к Минниханову и к Шаймиеву? Понимаете, Шаймиев в свое время сделал действительно много, но многое не сделал. Можно сказать, что он действовал в тех условиях, которые были. Да, национальное движение Милли Харакет поддержало, они большую работу выполнили. Шаймиев где-то встроился, что-то делал, но многое он не сделал. Многое он не сделал. Он мог вложить те миллиарды, а ведь его дети и внуки сейчас долларовые миллиардеры, на открытие татарских школ, татарских гимназий, на улучшение материально-технической базы национальной системы образования,
В конце концов, Milli Universitetni oshirg'a da kuchi yetmadi. Kuchimi, yaisa tilagimi, представители национального движения, мархум Ильдус Абу Амирхан, они делали многое, чтобы открыть национальный университет. Они ходили договаривались, и создали, и организовали, но после этого им не дали возможность. То есть силами общественников сделали. А уж у государства какие были мощные ресурсы. Тогда и в Москве практически дела не было. То есть главное, чтобы из состава не выходили, а там хоть университет, хоть что. Нет, они же не занимались этим. А сейчас к чему пришли? Сейчас у нас бы была полноценная прослойка национально ориентированных кадров, молодых людей, среднего возраста уже. А их нету. Qozonda birdan-bir tatar maktabi qoldi. Birdan-bir. Татар гимназист. Все. Поэтому сделать можно было много. Я уж не говорю про Минниханова. Ведь Минниханов в свое время сказал сакраментальную фразу «Китаб укумышада кишеволдак». Даже не читая книг, мы выбились в люди. Ну хорошо, ты можешь не читать книжки. Но ты должен понимать, откуда ты вышел. Что эти богатства не твои. А хвалиться тем, что мы зарабатываем много, и как сказал, сегодня я, по-моему, почитал, один министр, отдавая отчет на сессии Государственного совета, без, значит, Москва алдында бар бурычларыбызны үтәдек. Мы выполнили все обязательства по деньгам перед Москвой. Не перед народом, не перед республикой, а перед Москвой. Самое главное. То есть обложил налогом, вогнал в нищету всех остальных, лишь бы вот в этой шапке, в кошелке принести московскому хозяину все эти деньги. Хорошо, мы понимаем, в какой ситуации там все находятся. Но ведь неужто нет средств, я не верю, чтобы выделить на язык, опять-таки на образование, на поддержку каких-то молодых талантов. Нет, какие-то прожекты они поддерживают. Каких-то звезд там мировых, никому не нужных, платя им миллионы долларов, чтобы показать всему миру, чтобы без болдрабус. Они еще, помните, Шайми выдвинул этот лозунг без болдрабус. Кто-то пошутил, что это лозунг без 5 минут импотента, да, что мы можем. Смогли так, что это привело к тому, что мы остались у разбитого корыта. Вернее, они остались, мы-то еще, иншаллах, қалқып шығарбыз. Поэтому здесь, опять-таки, вещь такая, может быть, субъективная. Надо дать историческую оценку. Да, бесспорно, надо дать. Потому что те возможности, которые были, они профукали. Практически, вот Хазар Гавахатта, ничего нет. Ничего нет. Ведь можно было за это время вложиться, понимая, что вот времена могут прийти тяжелые. Сделать условно, я, так сказать, не говорю о конкретике, вложиться, создать некий фонд будущих поколений, населения. Откладывать туда деньги. Ведь Шаймиев сделал это в 90-х годах, фонд «Ветхое жилье». С каждого предприятия 1% с оборота они брали, на эти средства построили очень много новостроек, и мы даже попали под эту программу, жили в центре сам, вот, ветхое жилье снесли и дали там в новостройках в свое время. Легко, это миллиарды, просто неисчислимые деньги, там полгорода, полказани перестроили, и остальные города. Вот, там, по-моему, 300 тысяч только в Казани расселили, это же колоссальная цифра. Вот, 1/4 всего населения. Значит, здесь то же самое можно было. Доверительно сделать фонд, доверительное управление. И в случае вот таких вот событий, в которых мы сейчас находимся, эти средства можно было
направить. Университет, ну хорошо, не дают вам университет построить, вот что называется, на поле. Но сейчас онлайн-университеты можно. Можно было приглашать таких крутейших специалистов, профессоров высочайшего уровня. Я даже знаю татарларны, читаешь вообще татарлар, которые представляли Шаймиеву свои проекты. Это знаменитейшие ученые. Свои услуги предлагали бесплатно. Мы готовы, они говорили. Тот же Сюняев, например, который возглавляет Институт астрофизики в Германии, да, известный астрофизик Сюняев, он часть своей зарплаты отдает татарстанским студентам наиболее способным. То есть он отдает, не орет об этом, не Татарстан им дает, а он дает, поддерживает. Таких людей очень много. Можно было создать онлайн-университет. Вот, пожалуйста, и мы бы сейчас все участвовали. И как бы Москва там, они могли сказать там Татарстан, ну мы здесь не можем ничего сделать, закрыть. И сейчас бы вот в этом котле формировалась и общественная, и интеллектуальная мысль, и интеллектуалы, и политические деятели уже общались, взаимодействовали, вырабатывали общие проекты. Это был бы уже виртуальный настоящий давлят. Да? Здесь игра вот этих двух понятий виртуальный и реальный, она на первый взгляд хоть и парадоксальная, но она, что называется, придает тот самый эффект реальности. Но этого сделано не было. И даже никто не думает об этом. Вот сейчас Кутмен Татар Масалян считаешь, нету структур, все разгромлено, потому что Всемирный конгресс татар, который занимался татарами, он поддержал, естественно, СВО, и большая часть зарубежных татар, диаспоры, просто от них отвернулись. И все, они предоставлены сами себе. Можно было, я, как уже говорю, вот заниматься этими вопросами, пожалуйста, но нет. Потому что они все подмяли под себя, не только Москва, но и сами наши. Эти чиновники подмяли все под себя, они не терпели возле себя никакого альтернативного мнения, ровным счетом поэтому избрали президентом Академии наук брата Рустама Минниханова, Рифката Минниханова, бывшего главу ГИБДД по республике Татарстан, полковника полиции. И он теперь сейчас у нас главный академик. Вот в Чечне есть товарищ Кадыров, который, как известно, академик. И у нас тоже свой есть, чем мы хуже Кадырова, оказывается. Но представляете, как он будет руководить академиком? Вот из этого очень многие вещи исходят. То есть они не давали развиваться, даже в годы суверенитета. Давили, вот Рафис Абы не давар, что-то он не даст. Соврать как притеснять, как притеснять. Когда надо было, кричали, вот, без там, суверенитет, фалянтеге. Вот. И поэтому то, что с ними происходит, оно неудивительно. Оно неудивительно. Кому они служат, соответственно, той частью они являются. Они служат Московии, значит, они манкурты. Значит, их национальная и религиозная принадлежность – манкуртизм. Значит, они манкурты. Какое отношение они имеют, мәсәлән, татарға яки исламға? Бір кагылышы дают. То есть я думаю, здесь тоже надо четко понимать, что те люди, которые присягают и служат им, они не относятся к нам. Они манкурты, они путинисты, они Путина-поклонники. Там у каждого портрет висит Путина, да, вот. Иконка, значит, истуканчик там, все. Это к ним. Они могут во время переписи даже так и переписаться. Этническая группа путинисты или манкурты. Надо четко размежеваться здесь, потому что, как говорил Карл Шмидт, определение себя в политике, в политическом, это прежде всего определение, кто твой враг и кто твой друг. Если это не выявить, тяжело будет дальше двигаться. Ведь приходит какая-то Динара Бухарова, да, и говорит, я татарка, и от имени татар вещает. А вот если бы мы определили,
ровным образом по шмидтовской концепции, кто враг, то мы бы сказали, она к нам никакого отношения не имеет. Это самозванка. От имени татар никаких заявлений она делать не вправе. Все, все. Поэтому вот здесь был вопрос, что нам делать. Надо четко понимать. Четкие критерии татар кешесі кемул. У критерия Булмаса ауыр болашақ. Каждый, вылазя из каких-то своих крысиных нор лубянских, будет говорить, вот я от имени татар говорю. А какое ты имеешь отношение? Я не говорю даже по крови, по этническому там или наследственному происхождению. Нет, если ты не разделяешь вот этой концепции татар на право на самоопределение, на свободу, на сохранение языка, на религию, тогда ты не имеешь отношения. Ты манкурт. Все, вассалям. Салам алейкум. Чувствует ли татарский народ в России неотъемлемость от тюркских корней Турана, или он абсолютно автономен? Знаю, что вопрос обобщен, но все же. Нет, хороший вопрос. Естественно, татары чувствуют свою принадлежность к большому тюркскому миру, так же, как принадлежность к исламскому миру. То есть я считаю, что должна быть, опять-таки, вот прописана достаточно четкая схема. Татар кемул. Татар, значит, относится к исламскому миру, бесспорно. Татары относятся к тюркскому миру, бесспорно, да, это вторая модель. И татары, собственно, составляют собственный татарский мир. Вот три достаточно понятных, зримых ступени. Исламская солидарность, тюркская солидарность, общетатарская солидарность, потому что в составе татар есть различные субэтнические группы, это нормально, у большого народа это естественно. Вот. Не пора ли оппозиции татар за рубежом делать хотя бы перевод популярных мультфильмов для детей на татарском? Ну, смотрите, Дуслар, переводы мультфильмов есть, они делаются. Есть канал Шаян ТВ, он там делает эти переводы. Все-таки, вы понимаете, политическая оппозиция в диаспоре, диаспоральная, не может этими делами заниматься. Это не ее дело в чистом виде. Это политическая оппозиция. Она занимается политическими делами, вопросами признания, значит, Татарстана, ну или там Большого Татарстана, значит, формулированием политических задач, устраиванием коммуникаций политических, значит, собиранием татар и всего остального. На это у нее ни времени, ни средств нет. Я знаю, что такое, знаю татарских мультипликаторов, которые занимались. Это очень большой проект и требующий серьезных вливаний. Это отдельная работа. Если создастся определенная группа людей вот по этим интересам, которые готовы, конечно, оппозиция или там представители татар, мы даже не можем говорить, что это оппозиция. Почему? Мы как бы и представляем татар. Должны поддержать, как можно, там, информационно, авторитетом, где-то может с кем-то поговорить, средства найти. Вот. Но прямо этим заниматься, поймите, это не задача прямая. Все-таки представительство татар должно представлять их на политическом, символическом, международном уровнях. Как думаете, когда-нибудь будет государство Идель-Урал независимое, с уровнем жизни, как в Швейцарии, с демократией без вечной войны с Россией, или это только мечты? Иншаллах, я верю в это. Я много раз посвящал стримы, и были у нас эксперты, значит, и Алекшер Таксанов такой на канале «Поистине» у нас выступал, узбек, который был дипломатическим работником, он живет в Швейцарии, гражданин Швейцарии. Мы с ним разговаривали на эту тему. Швейцария до наполеоновского прихода воевала между собой, там было 13 кантонов. Кстати говоря, они потом объединились, 13 кантонов или 13 штатов как раз легли в основу и формирования Соединенных Штатов Америки. Как вы помните, после революции в Татарстане не было районов, были кантоны тоже. Но
Швейцарцы воевали всегда со всеми соседями. Это не была богатая страна абсолютно. Но она таковой стала сейчас. Они нашли мирную формулу взаимодействия. У них нету богатых ресурсов, но это очень работоспособные. Они выстроили собственную экономическую модель, дипломатическую, социальную структуру. Кто нам мешает? Вообще Татарстан, вообще Идель-Урал может жить не хуже, я имею в виду по экономическому и социальному уровню, чем Кувейт или Катар. Ведь нефть, которая добывается у нас, только нефть, это огромные деньги. Мы больше, там, 75% в Москве отдаем. Какие-то 25% это всех ресурсов. Они оседают в карманах чиновников федеральных, местных и так далее и тому подобное. Это огромные деньги, огромные. На эти деньги, я вас уверяю, можно столько всего понастроить раз, а во-вторых, качественно поднять уровень жизни людей. Просто. Потому что еще у нас же хорошо развита промышленность, технологические отрасли, хорошая образовательная база, водные ресурсы, опять-таки, да, Волго-Камский регион богатейший, туризм. Вот даже сейчас Казань занимает 3-е место в России по количеству туристов после Москвы и Питера. 3-е место. То есть есть столько много отраслей, которые могут заработать в полный рост. Ведь Татарстан даже в 90-е годы пытался брать пример со Швейцарии, потому что там тоже конфедерация, федеративные дела. Татарстан очень этими делами увлекался, был специальный институт изучения федерализма, который, по-моему, смотрел к фонду Аденауэра, по-моему, могу ошибаться. Они проводили много очень всевозможных мероприятий. Вот. Федерализм в России, например. Фонд Джона и Кэтрин МакАртуров, да. Вот, Институт истории Академии наук. Вот, значит, все это здесь участники, видны эксперты из Швейцарии, из Германии, естественно, из Канады, где, собственно, федерализм и конфедератизм цветет. То есть была такая попытка, но это политический федерализм или конфедератизм. Но экономически там тоже очень хорошо все выстроено, поэтому я считаю, что вообще нету сложностей, потому что как только мы ярмо московского управления с себя скинем, сразу, ну вот вы представляете, на шею повесить такими ремнями 10 килограмм. Вот вы представляете, вы его убираете, и все, человек начинает порхать, скакать, прыгать. Все, у него силы появляется, возможность, энергия. То же самое и здесь. Как только скидываете, вот увидите, откроется окно возможностей. Как татар избавить от пропаганды в головах, от ностальгии по коммунизму, от ненависти к Западу? И как не допустить перехвата власти радикалами, которые под видом блага устроят диктатуру и тиранию? Ну, радикалов я бы не стал, так сказать, подвергать обструкции какой-то, потому что себя я тоже считаю радикалом. А радикал – это вообще от латинского radix. Татарда андай исемде бар, очень бик популяр, кең таралган. Радикс – это центр, это корень, тамыр. Радикалы – это люди, которые стоят на своих позициях, на своих принципах. Это те, которые не торгуют этими принципами. Ведь все были, вот кого вы не возьмите, всех называли радикалами. И Ису, салам Иисуса, и там Мартина Лютера, и кого только не обзывали радикалами. И, значит, Шхабаддина Марджани называли радикалом, и Резайдин Фахреддина называли радикалом. Вот. Радикалами называют тех, кого масса не может принять как людей воли и идей. Что касается, как избавиться от пропаганды и ностальгии, от совка, ну, надо работать, надо объяснять. Возможно, что многим представителям старшего поколения даже объяснять не надо. Не всегда стоит тратить силы, ресурсы на это. Не всегда. Потому что они уже в этом живут, они в этом ностальгируют. Они не хотят порой даже слышать
альтернативную точку зрения. Надо принять, так сказать, иерарх, все нормально. И действовать, надо работать с молодым поколением. Надо формулировать собственную повестку. Надо перехватывать повестку и предлагать свои идеи. Не реагировать, а предлагать свои, вкидывать, вбрасывать. Есть хорошая работа на этот счет у Литвака, например, про стратегию. Как вырабатывать стратегию. Да? Как перехватывать повестку, инициативу. Как навязывать свою позицию. То есть это большая работа, слаженная, но она необходима, конечно. Поэтому я считаю, что нужно находить ключевые точки и вот с ними работать. Через интернет, через систему коммуникаций, объединяться людям, которые на одних позициях. Потому что ведь, смотрите, люди, которые организованы, они всегда качественнее и эффективнее действуют, чем неорганизованные. 10 организованных людей, они в разы лучше действуют, чем 10 тысяч неорганизованных. Вот эта охлократия, толпа, да, охлос, они же просто растопчат друг друга. А 10 людей, которые знают, что делать, ты это делаешь сегодня, я то, раз. Я, опять-таки, говорил как-то, как в Нидерландах распространился протестантизм. Значит, там тоже известно, что Испания правила, да, католическая держава. И вот эти вот люди, они называли себя людьми Божьего дела, как-то так. Ну типа Opus Dei. Opus Dei тоже переводится как Божье дело. Они собирались, вот их там было 10-15 человек, под покровом ночи, в доме одного из предпринимателей, например. Ставили свечку, говорили, ты сегодня это делаешь, я иду туда, ты сегодня сюда вкладываешь. И все, и расходились. И каждый делал свое дело. Через некоторое время они освободились от владычества диктатом Испании, помните эти голландские Соединенные Штаты, генеральные штаты вернее. И Голландия стала державой, Голландия смогла выработать свою повестку, собственный проект, и вот эта вот небольшая страна, в общем-то, доминировала достаточно долгое время. И до сих пор Голландия одна из самых развитых стран и по технологиям, и по остальным направлениям. Так, Руслан Efendi, siz qodg'iy tanqidlagancha, наверное, да? Bu holdan chiqу yo'llarini ko'rsatasiz. Xalq нинди башлыгы да шундый, үзебезне яхшы якка үзгәртү булмаса, хәлебез үзгәрмәс. Күпме татарлар динне ныклап тота. Юк, мин сезнең белән килешәм. Әмма дә ләкин әгәр дә без хәзерге вазгыятькә, сәясәткә, Татарстан түрәләренә бәя бирмәсәк, ул чакта дәвалау мөмкинлеге юк. Диагноз куймыйча кешене ничек дәвалыйсыз сез? Тәнкыйть ул кирәк. Мин теге эмоциональ рәвештә тәнкыйть итмим. Мин аны системалы рәвештә тәнкыйтьлим. Күрсәтәм йөзләрен ни өчен без хәзерге мизгелдә менә шундый халәткә җиткәнбез. Ни өчен? Аның бит асылын белергә кирәк. Аның тамырын белергә кирәк. Ул тамырын бәлки йолкып чыгарга кирәктер. Ансы да кирәк. Монда кайбер радикаль адымнар да кирәк булачак. Башкача булмый. Чөнки гел алда гел дип утырып кына булмый. Алданып. Без бит үзебезне алдыйбыз чын рәвештә. Чын барлыкны күрсәтергә кирәк. Әйе, ул ямьсез. Әйе, ул куркыта. Но башкача булмый. Ул яман шешне кисмәсәк, кешене, әйткәнемчә, дәвалап булмый. Руслан, как по вашему мнению, что татары надо делать именно сейчас, чтобы современно построить свое авторитетное тюркоязычное государство? Ну, я уже говорил, что необходимо, конечно, свой проект, необходимо сформулировать этот проект, сделать программу достаточно четко. Очень многие люди спрашивают, где экономическая программа ваша, где идеологические основания, где политические шаги. Следующее, нужно крепить взаимоотношения с нашими братскими союзниками, да, обязательно выстраивать эти взаимоотношения.
Вот, нужно создать именно базу по всем отраслям. Четко программа. Я все-таки рекомендую обратиться к Нетленке, то, что делали в свое время Садри Махсуди, Юсуф Ахчура, да, Миллят Мяджлисы Ксаларанда. То есть это очень мощные программные документы, ведь эти люди были колоссального уровня, колоссального. Они учились в Сорбоне. Это люди, которые вели дискуссии, дебаты с ведущими интеллектуалами Европы, там Сорель, Камю и так далее. То, что они наработали, это титанический труд. Много что они там поработали. И Масалян Теге Милли Казна, да, то, что называется там бюджет или национальный фонд. Милли Идара принциплары. Значит, мутавалият так называемый, да, наблюдательный совет. Кто над этим будет всем наблюдать и делать аудит? Дальше парламент, милли мәжіліс нинди булырга тиеш, кем сайланырга тиеш, нинди принципларга таянып и так далее и тому подобное. Все это расписано. Конечно, это необходимо обновить с учетом тех обстоятельств, которые есть и которые еще будут. Но нигеза бар уже есть основа. Придумывать уже не надо. То есть мы должны просто взять те наработки, которые есть. И, конечно, работать системно, просто как немцы. Просто как немцы работать. Вот сесть, шлярга, вот, татарда яхшайтын бар бит инде, да, хәрәкәттә бәрәкәт. Туктыйсың икән, все төшеп каласың велосипедта кебек. Поэтому надо работать беспрестанно, но для того, чтобы работать, надо понимать, ради чего работать. Какую работу мы должны работать, да? Вот, это все требует, опять-таки, концептуального осмысления, проработки и программного, конечно, обеспечения. Что, как и так далее. Я уже в позапрошлом стриме говорил про стратегию развития татар, какая она должна быть, что надо делать. И поэтому, пользуясь случаем, сейчас прошу вас, пожалуйста, пишите. Вот в телеграм-канале у меня Полит Айсин есть там и чат, и мои координаты, электронная почта. Вот есть, в общем-то, у нас небольшая группа людей, которые готовы все это компоновать, объединять. В общем, давайте бергә эшләп карыйк, потому что по-другому никак. Только сообща вместе мы должны сейчас хотя бы вот на уровне идей что-то явить, что-то родить. И только вот в таком соучастии напоследок я приведу свой любимый пример. Когда, ну вот многие сравнивают, любят говорить, вот Япония смогла сохранить свою национальную идентичность, да, при этом взять все лучшее от Запада, но не ассимилироваться, не пасть под влияние западной глобализирующейся культуры. Так вот, когда Япония в середине XIX века, во второй половине, в 60-х годах, так называемая революция Мэйдзи, революция просвещения, стал вопрос, а что делать? Или открыться миру, а тогда уже англичане их приперли, когда Перри, так сказать, адмирал Перри подъехал со своим флотом к берегам Японии и фактически принудил их открыться миру, да, для товаров британских, или же законсервироваться. Вот стала дилемма, что делать. Тогда из числа японских аристократов, интеллектуалов, офицеров, ну, в общем-то, аристократы и составляли воинское сословие, дойме, так называемое, высшие аристократические и ряды, которые вот сёгуната, вышли с предложением к японцам. Они говорят, давайте, предлагайте нам, что делать. Вот мы, люди, они назвали себя шиши или сиси, вот, в зависимости от особенностей там, происхождения японского языка. То есть люди высокой чести или люди высокой цели, шиши. И давайте, что мы должны делать вместе? Вот нация сейчас стоит на перепутье. Это исторический цивилизационный выбор мы должны сделать. Но вы должны нам помочь. И первые пару лет всего там 40 или 30 предложений поступило к ним в штаб. И они очень расстроились. Они расстроились, подумав, что японцам ничего не надо.
что их не волнует будущее их страны, их народа. Но потом произошел тот самый пассионарный толчок, и за короткое время таких предложений пришло 300 тысяч. А что дальше случилось, вы знаете. Японцы разгромили Россию и при Цусиме, и вплоть до начала Второй мировой войны очень мощно расширялись и доминировали в Тихоокеанском восточном регионе. Да, сделали ошибку, в общем-то, выстроив взаимоотношения по линии вот оси, так называемых стран оси, да, с Германией, в общем-то, хотя там никаких четких взаимоотношений не получилось, но вот они пошли в клинч с американцами и проиграли. Но сам факт того, что это у них получилось, что они смогли людей, народ поднять и его, так сказать, спровоцировать может к соучастию в общем деле, в республике. Вы знаете, что республика – это общее дело. Амам иш джама, слово оттуда джама. Это факт исторический. Поэтому я верю, иншаллах, Аллах верса, что и у нас все получится совместно, вместе. Дорогие друзья, давайте работать, взаимодействовать, укреплять наши взаимоотношения и действовать в направлении нашей свободы. Бигзур рахмет сізге. Исан имин қалыңыз. Салам алейкум.